Ты заходишь, вот реально как будто бабушкин сарай, Да, навалено да, все, навалено, у тебя да. глаза разбегаются, Я в уголке согласен. сидит женщина, которую ты спрашиваешь, а это что? Она такая, не знаю. Поэтому ремесленники, в том понятии, в котором я сказал, они исчезли. Я не знаю, это будет для записи в эфир или нет, но я когда попал вот на ваши СМИ, URTG, я понял, что это вот нечто другое, потому что меня зацепило. Мне что-то безумно понравилось, на что-то я просто злился и думал, ну как это можно, вот как это... Вызывать эмоции. Почему вот они это написали, почему они это опубликовали? Всем привет, это подкаст «Три медведя». Белый я, это Искандер Мирзганиев, Буру Бехрус Насрединов, Панда Фархот Холматов. И с нами, как всегда, с нами замечательная Зибота Аджибаева. Нашего оператора Абдухалила Буриева сегодня нету. Вот. Чтобы он знал об этом. Тема этого сезона «Пан или пропал». Мы говорим с таджикскими бизнесменами о бизнесе, о проблемах, с которыми они сталкиваются, и о том, как их решить. Сегодня у нас в гостях Михаил Пеньков, владелец магазина «Интересные подарки». Михаил – это наш топовый поклонник, топовый подписчик в URTG. Практически везде мы видим ваши комментарии, постоянно с вами общаюсь. Вот наконец-то увиделись вживую. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, тоже рад здесь побывать, рад вас видеть, познакомиться. Спасибо, что пригласили. Вам спасибо, что вы пришли. И, Михаил, мы сегодня хотим поговорить на следующую тему. Вы являетесь владельцем магазина «Интересные подарки». Ну, кто не знает, это сувенирный магазин, который там же находится, где был, правильно я понимаю? Да. Это бывший магазин «Европа», бывший Different в той стороне, где Icon. То есть все заходите туда, реально очень хороший магазин, очень конструктивный и правильный, как по моему мнению. И сейчас в Таджикистане очень большое внимание уделяется сохранению культурного наследия. То есть мы везде это видим, слышим, читаем, что мы должны сохранить свое культурное наследие. Все ремесленникам, все художникам. Будьте здрасте, здоровы, работайте. Но что сделалось, что изменилось для ремесленников на самом деле? Вот из первых уст хотим услышать. Во-первых, я хочу сделать два уточнения. Я не бизнесмен, а предприниматель. Это немножко разные вещи, я считаю. И второе, наш магазин закрылся. Да. О причинах я расскажу позже. То есть, если бы мы с вами беседовали полгода назад, ситуация была бы совершенно другая, я говорил бы, наверное, о некоторых других вещах. Сегодня, к сожалению, ситуация не очень хорошая, но, тем не менее, вопросы, которые были полгода назад в отношении ремесленников и ремесленничества в общем, они остались сегодня. Только они обострились. Ремесленничество сейчас находится, как бы это прилично выразиться, в упадке у нас в Таджикистане. Что я имею в виду? Чистого ремесленничества у нас в Таджикистане, я считаю, мало. Оно, это понятие ремесленничества, плавно перетекло, может быть, я не знаю, правильный ли это термин или нет, в сувенирство. Ремесленничество изначально как возникло? Это были люди, которые удовлетворяли какие-то потребности, бытовые потребности людей. То есть, если человеку нужны были штаны, он шел к портному. Если ему нужна была посуда, он шел к гончару. Если ему нужна была обувь, он шел к кожевнику и так далее, и так далее, и так далее. Теперь в нашем глобализированном мире все совершенно изменилось. То есть и мелкие фабрики, и большие корпорации, они стремятся завоевать рынок. И сейчас такого дефицита, который был в прежние времена, нет. Поэтому ремесленники, в том понятии, в котором я сказал, они исчезли. Стали и остались. Архаизмом. Да. То есть они не совсем исчезли, но их стало подавляющее меньшинство. Все остальные ремесленники плавно перетекли в удовлетворение потребностей туристов. Я считаю так. Да, получается, что... А вот сейчас пандемия.
грубо говоря, когда закрылись все границы, вот вы говорите, стало потребности туристов, ремесленников, чтобы они отвезли какой-то колорит себе на родину. То есть из-за пандемии, получается, весь бизнес и встал? Да. То, что прекратился поток? Абсолютно, 100% встал. А остались некоторые магазины сувенирные, но они влачат жалкое существование. Я это точно знаю, потому что мы все связаны какими-то, так сказать, связями либо деловыми, либо дружескими, либо совместными проектами. Сувенирный бизнес встал. А были приняты какие-то антикризисные меры? Ну, скажем, от вас, как от владельцев магазинов, либо от правительства? Антикризисные меры могут быть только одни. Это снова, чтобы был поток туристов, который покупал эти сувениры. Никакие другие действия не помогут. То есть, либо это прямые денежные вливания, то есть, как это называется, вертолетные деньги разбросали, либо вот обновленный и большой поток туристов. Только туристы, получается, покупают, да? То есть нашими соотечественниками продукция абсолютно не востребована? Нет, востребована, но она была востребована тоже в связи с открытыми границами и рейсами за границу. Потому что, скажем, мы точно не считали, но у нас 90% покупок осуществляли иностранные туристы и 10% местные. 10% местные тоже разделялись на категорию. Из этих 10% 90% покупали нашу продукцию, чтобы увезти за границу в качестве подарков. А у нас есть некоторые, мы их называем фанаты, да, нашего магазина, которые покупают себе что-то. Там, либо это рюкзаки, либо сумки, либо всякие кухонные принадлежности в национальном стиле, чтобы оформить себе какие-то уголки, либо кухня, либо гостиная и так далее. Они есть, но они не сделают погоду. Любой сувенирный магазин, он заточен на то, что это будет непрерывный поток туристов. То есть иссяк поток, работа встала. То есть вот такие единовременные покупки, они не делают погоды для сувенирного магазина. Ну, смотрите, Михаил, понятное дело, вы предприниматель, у вас иссяк поток туристов, работа встала, все, дальше работа не ведется. Но, а сами ремесленники? То есть тут же вопрос не только состоит в том, что есть туристы, нет туристов, да, то есть я не говорю про ваш магазин, я в целом говорю, да, по республике, то есть если посмотреть, вот ваша продукция, она уникальная, то есть мне нравится, мне интересный дизайн, но зайдешь в любой другой сувенирный магазин, но все одно и то же, и то есть настолько все, как сказать, аляписто, чересчур. Может быть, поэтому просто и художникам вы не говорите художникам, это не пойдет. Его же обидеть легко, а он может обидеться. Дело в том, что наш магазин, спасибо за добрые слова, что уникальное изделие, но он еще в одном, я считаю, может быть, не уникален, но он один из немногих сувенирных магазинов, где большая часть продукции нашего изготовления. Да. Мы не берем со стороны, практически не берем ни у кого. Если нам очень нравится какая-то продукция, мы ее берем. Но в основном, в общем, у нас возникает даже некоторое такое недопонимание со стороны некоторых ремесленников, которые обижаются. Они говорят, другие же магазины берут, почему вы не берете? Приходится им объяснять мягко, доступно, что... И как они воспринимают критику? Я не знаю, они уходят, но мы не ссоримся, мы остаемся друзьями, но тем не менее, их изделий в нашем магазине нет. Потом мы достаточно большое внимание уделяли, я не знаю, как это по-научному сказать, выкладке изделий. У нас каждая полочка была... Мерчендайзинг. Да, мерчендайзинг, совершенно верно. У нас каждая полочка была предназначена для определенного вида продукции. У нас не было, что у нас на одной полке стоит керамика, там же валяется
валяются рюкзаки, кошельки, ну и так далее. Мы вот этому уделяли очень такое большое внимание. Вы, кстати, очень правы. Ужасный мерчендайзинг был, вот, есть сейчас в других магазинах. Да, да. Ты заходишь, вот реально как будто бабушкин сарай, да, навалено, все, навалено, у тебя глаза разбегаются, в уголке сидит женщина, которую ты ее спрашиваешь, а это что? Она такая... Не знаю. Мы работали с некоторыми магазинами сувенирными, то есть мы сдавали свою продукцию туда. И в некоторых магазинах, чего не делает никто, делали только мы. Мы у них арендовали кусочек магазина и сами выкладывали там свои вещи. Ну, это правильно. Потому что в других магазинах, которые не соглашались на это, они валялись кто где. Угу. И соответственно, и продажи шли не очень хорошо. А в тех магазинах, в которых мы арендовали, продажи шли великолепно. Но, к сожалению, так сказать, какие-то доводы, увещевания, они не помогают. Потому что владельцы этих магазинов, они сами не ремесленники, они продавцы. Знаю, да. Хотя они должны были бы понять, как это все это сделать. Но они относятся к изделиям, которые находятся в магазине, они относятся как к товару, который нужно побыстрее продать. Они не относятся к этим изделиям, как мы относимся, как к нашим детям, по сути. Да? Это же все через наши руки прошло. А вот вопрос такой, да, почему абсолютно незнание культуры? То есть мы, как маркетологи, да, то есть я был художником, стал рекламщиком, маркетологом. То есть есть канон, есть закон. У каждой вещи, у каждого бренда есть история, что тогда повышается ценность, соответственно, цена. То есть ты заходишь и говоришь, вот это что? Тебе говорят, мы не знаем. Но если тебе сказали, что этот символ означает следующее, принесет тебе вот это, этот камень принесет тебе вот это нужно. То есть создай легенду вокруг этой вещи, продай ее красиво. Может быть, поэтому наши соотечественники Я думаю, что это душевная лень. А может, просто незнание? Где им брать информацию? Господи, вот уж сейчас-то, наверное, нельзя посетовать на то, что нет источников для информации. Я вам скажу, очень сложно найти информацию. Вот те, кто не учился, те, кто не вхож в художественные библиотеки каких-то заведений, то есть, по сути, нет этой информации. Так как я учился, я знаю, да, то есть нам объясняли каждую деталь. Грубо говоря, те же самые джурабы, например. Да, вот у нас была статья про джурабы, мы разбили просто, что означает каждый орнамент. Многие люди этого не знают. И стал для всех открытым, говорит, вот что, оказывается, означает, что это не просто какие-то узоры, это там целая история прописана. Я знаю, что в Худжанде есть такая ремесленница Мунира Акилова. Вот она очень дотошная, очень такая любознательная женщина. Она все вот эти символы, это север Таджикистана, она все эти символы, она разобрала просто по косточкам, и вплоть до того, что она пишет диссертацию, скоро защищает по этому поводу. То есть она и ремесленница, она и исследователь, она и популяризатор этого всего. Но таких людей очень мало. На самом деле их очень мало. А есть люди, которые вроде бы знают, но они думают, что это правильно, а на самом деле они ошибаются. Они в каком-то своем ключе, в каком-то своем мире живут и интерпретируют те или иные узоры, орнаменты как-то по-своему. Это не факт, что они правы. Но в целом это даже лучше, чем сидеть просто деревянным чурбаном и ничего не сказать, не объяснить, не показать, не зажечь туриста. В конце концов, у тебя же самое главное – это продать именно тебе, владельцу, то есть этого сувенирного магазина, как продавцу. Ну вот вы опять говорите турист. Почему бы не приложить все силы на то, чтобы донести информацию до местных жителей? Вот кто-то доносит. Вот Мунира, например, вот вы. Мы как-то стараемся своим посетителям, клиентам что-то рассказать, объяснить. А остальные, я не знаю, наверное,
лучше их спросить. Я могу только предполагать. А мне вот интересно, с чем это связано? Просто незнание своей собственной культуры? Да, наверное, так. То есть нету медиашума, нету информации? Тут на самом деле история достаточно сложная. Это вот эти все катаклизмы начала 20 века и потом, так сказать, история Советского Союза, она как бы нивелировала. Я ничего плохого не хочу сказать про Советский Союз, но определенный какой-то упадок народных ремесел и народного творчества все-таки был. А когда он стал возрождаться, уже после падения Советского Союза, уже не было фундамента, уже не было мастеров, уже не было носителей, истинных носителей той культуры, которая была до этого на этой территории. Ну, честно говоря, я с вами немножечко не согласен. Я считаю, что Советский Союз, режим, он как раз-таки... Я просто отучился, грубо говоря, в советском здании, не здании, как сказать, в колледже, который был еще основан в Советском Союзе. И вся та информация, база, которая есть, которая развила ремесло. То есть раньше как было, например, скажем, вспомним, до Советского Союза наших художников, кроме Камалетдина Бекзода, никого не вспомнишь в целом. Мы говорим сейчас про ремесло, про те техники, про те символы, которые были тем или иным образом отображены на этих сугубо бытовых изделиях. И люди, так сказать, с люльки, они знали, что это, чего это обозначает, как этим пользоваться и так далее. Я не говорю про какие-то высокие материи выдающихся художников. Я говорю про огромное большинство людей, которые, можно сказать, с молоком матери это все впитывали и так далее. А когда этого не стало, другая культура пришла, другие символы пришли, другие настроения, другие какие-то чувства и так далее. Я так считаю. С приходом советской власти у нас открылся большой спектр других. Например, давайте возьмем с граффито, да, это резьба по цементу на стене, либо мозаика, но до советской власти у нас не было такого. Мозаика была в Самарканде, да, но с граффито, например, техники такой не было. Однако мы же привнесли свои национальные орнаменты, свои национальные идеи в новые технологии. Сейчас художники зачастую говорят, что это все компьютер, это все плохо, мы как делали 1000 лет назад, так и делаем. Но учитывая тенденции минимализма, вы говорите, люди берут себе на кухню. Но не каждый себе возьмет на кухню что-то такое аляпистое, правильно? Ему нужны какие-то красивые пятна, которые еще были бы, дай бог, функциональны. Да. Соответственно, сейчас художники в большинстве своем, вашу продукцию я вижу, да, у вас и эко-сумки есть, да, то есть закладки, кап-холдеры есть. Современные вещи, то есть видно, что вы работаете с референциями, вы смотрите то, что нужно сейчас, на данный момент в трендах людям. Но большинство так не делают. Они как делали 1000 лет назад непонятно что, так и делают. Почему не пользуются референциями? Я не знаю, почему не пользуются референциями, я могу только предполагать. Но я хочу сказать, например, мы наблюдаем за людьми, которые приходят в наш магазин. Есть люди, которые заходят на порог нашего магазина, 2 секунды обвели взглядом и сказали: ой, тут ничего нету, и ушли обратно. Некоторые заходили в наш магазин, а магазин там маленький был, 25 квадратных метров, там особенно не разбежишься, но они там находились по 40 минут. И мы думаем, господи, что там 40 минут делать? Были люди, которые, это все рассматривали, которые все щупали, которые расстегивали, застегивали. Люди разные, как среди туристов, так и среди ремесленников. Кому-то нравится
там, глиняные игрушечки, которые другим совершенно не нравятся. Кому-то нравится там текстиль с вышивкой, кому-то не нравится. Кому-то нравится курок, кому-то не нравится. То есть это все настолько, я считаю, индивидуально. И когда мы с ремесленниками тоже часто разговариваем о тех или иных проблемах, там, иногда даже там люди сплетничают, типа, вот он что-то сделал такое, вот неужели он думает, что он это продаст? Да, тебя это волнует, это же его вещь. Не продаст, разорится, уйдет, все. Какие-то все равно тенденции потихонечку, но у нас все-таки достаточно традиционалистское общество. Консервативное. Это можно видеть не только в ремесленничестве, но и во всех остальных сферах нашей жизни. Но люди же тянутся. Тянутся, да, конечно. Ну, просто я говорю, это я думаю, что это время. Может быть... Где-то вот смотрите, лет там 5, 6, 7 назад у нас не было никаких каких-то ивентов, не было никаких, скажем, показов мод, не было всяких модных кафе. Это же все появилось, вот так же все появится. Мы вот, например, с друзьями в конце 90-х годов, когда здесь не было ничего, то есть была война, и стреляли, и все остальное, мы думали, вот бы у нас какой-нибудь паб появился, мы бы туда пришли, значит, звучит тихая музыка, мы взяли по кружечке пива, и, значит, расслабились и так далее. Появился паб, и не один, а 10. И что? И заходим мы в эти пабы, и никакого удовольствия они нам не приносят. Лично нам. Понимаете? И оказывается, что мы мечтали-то о вещах, которые, они нам уже не интересны. Всему свое время. То есть для молодежи вот это вот, наверное, это все... А такой вопрос. Да. Окей, мы подождем еще время, да, но сейчас уже большинству ремесленников тяжело из-за того, что пандемия, ужасный год был для всех. Но, например, сейчас, если отец занимается этим, да, обычно ремесла это же сугубо семейный бизнес. Да. Династии. Да, то есть и не факт, что сын захочет продолжать это все, видя, что у отца ничего не получается так продать. Скорее всего, так и будет. Что мы останемся без наследия? Да. Я считаю так, что чем бы человек ни занимался, для этого нужен драйв. Если у человека будет драйв, значит, он будет этим заниматься, несмотря ни на что. Я несколько лет назад смотрел передачу про одного киргизского ремесленника, который занимается тем, что он рисует на камушках и делает из этих камушков магниты. И вот он рисует национальные узоры, он рисует наскальные изображения, которые где-то в Киргизии, в Кыргызстане найдены были. И вот с ним тоже делают интервью и спрашивают, а какой доход вам приносит, а как бы, то есть с точки зрения такого бизнесмена. Он говорит, вы знаете, я ничем другим не хочу заниматься. Вот это вот мое. Вот это мое. Я от этого наслаждаюсь. Я получаю какой-то минимальный доход, но деньги зарабатываю я какими-то другими делами. Но вот это мне приносит удовольствие. Я никогда этого не брошу. Будет мне это приносить деньги или не будет мне приносить деньги. Это мое предназначение, это моя жизнь. И многие люди также и думают. Это всегда было. То есть, если не найдется такого человека, который бы захотел ощутить этот драйв, не найдется того человека, который сказал, мне это не нужно, мне это не приносит деньги, значит, это умрет, да, это умрет. А может, просто дело в плохой рекламе? Нету медиа? Вы знаете, я вот высказал свою точку зрения, я думаю, что дело не в рекламе, а дело в внутренней потребности человека чем-то заниматься. Это мое убеждение. Нет. Возможно, я, наверное, не традиционный бизнесмен или нетрадиционный предприниматель. Я, например, никогда не стремился к такой рекламе во что бы то ни стало. И, честно говоря, я
всеми силами, всеми фибрами своей души я уклоняюсь от интервью. Мне я не знаю, не то, что с одной стороны я стесняюсь, а с другой стороны мне не нравятся люди, которые у меня брали интервью вот как-то до... были такие формальные, неинтересные вопросы, но я не знаю, это будет для записи в эфир или нет, но я когда попал вот на ваши СМИ, URTG, я понял, что это вот нечто другое, потому что меня зацепило. Мне что-то безумно понравилось, на что-то я просто злился и думал, как это можно, вот как-то... Вызывать эмоции. Почему вот они это написали, почему они это опубликовали? Это все... В общем, меня это зацепило, поэтому я к вам пришел, мне показалось, что с вами интересно будет. Вы докопаетесь до сути. А другие люди, они хотят просто формально... Поверхностно пройтись. Да. Мы это не вырежем, это прям в анонс поставим. Ой, у меня много знакомых журналистов, они обидятся. Смотрите, Михаил, вы один из немногих людей, который занимается продвижением национального колорита, национального достояния Таджикистана. Вот мой вопрос по поводу рекламы относился к тому, что почему бы не заниматься этим на постоянной основе. Грубо говоря, взять и просто рассказать, что для чего, что этот орнамент означает, что означает данное изделие, для чего придумано это. Вот мы с вами говорили до записи про вот эти страшные скульптурки аджибашки, ужасные. Вот, то есть, и оказывается, есть легенда, что если у тебя дома есть аджибашка, к тебе не придет другой черт. То есть, может быть, проблема в том, что мы не рассказываем СМИ в целом. Возможно, и мы этому мало уделяем времени. Но, может, мы просто не раскрываем тему, чтобы наши люди сами знали и ценили свое культурное наследие. Чтобы они не рисовали у себя дома орнамент, орнамент реки греческий, который Версаче использует. Да, у нас же как еще название дали? Версаче. То есть, смысл, да? Почему вы свои не сделали такие? Я знаю людей, которые применяют национальные орнаменты в оформлении своих домов. И не только у нас в Таджикистане, но и там, вот, скажем, сюзанне очень широко используется. Из них даже делают мебель, то есть обтягивают какие-то там кресла, стульчики и так далее. Но в целом, да, наверное, вы правы, но... Будет ли это интересно зрителю или слушателю? Потому что я вот тоже сужу по нашему магазину, который уже закрылся, к сожалению. Местным жителям по большому счету это неинтересно. А может быть просто, вот вы сами сказали, большинство СМИ поверхностно проходят. Да. Не углубляясь. Может быть, нужно сделать целую такую программу, вернее, даже не одну программу, а цикл программ про, может быть, каждую культуру каждого региона и подробно это все объяснить. Наверное, это будет кому-то интересно, но я уверен, что это будет неинтересно большому количеству людей. Они пробегут это глазами и все. Вот почему-то у меня такая уверенность есть в этом. И возвращаясь, я все-таки, рекламщики, они могут отойти, и я не знаю, и символист к тому же, да, то есть я люблю все вот эти символы, не только нашей страны, но и других. Например, вот мы сейчас возьмем вот этот орнамент на тюбетейке, вот здесь, на экосумке. Кстати, всем рекомендую экосумку. Мы против пластика. 3 медведя против пластика. Так вот, многие не знают, что вот этот орнамент означает. Да. Одни говорят бодринь, как говорят, другие говорят каламфур, перец. Да, там много интерпретаций разных. Но по сути это слеза Аллаха, песня. То есть это к нам пришло сюда еще со времен Камальдина Бехзода. Если ты человеку говоришь, нашему, я считаю, что это не бодринг, и ты говоришь ему историю, что означает орнамент, то же самое, слеза Аллаха, он воспринимать это будет совсем по-другому. И в следующий раз, когда он возьмет тюбетейку, вещь с этим знанием в голове, он скажет, это вот что-то означает.
Когда женщина берет, одевает платье с чаканами, там тоже целая история. Да. То есть я считаю, что если ввести такое понятие общего культурной грамотности, ликбеза хотя бы на ТВ, в сетях, неважно, но как по мне нужно бить по всем фронтам. Тогда это наследие останется хотя бы в голове у людей, они будут относиться к этому более лояльно. А сейчас ты заходишь, я прошелся по магазинам, пообщался, и по тем же тканям туристы берут в основном не чаканы, не икаты, они берут вышивку лакайцев. Да. Потому что она геометрическая, ровная, красивые полоски. Ну, круто. Да. Домой пришел, подушку обмотал, красиво. Да. То есть бедных кочевников, которых советские власти заставили сидеть здесь, не кочевать больше. Вот. Да, это, кстати, это действительно такое уникальное явление. Вот эта лакайская вышивка, она действительно очень цепляет всех. Да, она очень... Я не представляю, насколько они ровно это все делают руками. Да, у нас большая линейка, кстати, продукции с лакайской вышивкой. Это рюкзаки, это сумки. Да. Это очень популярно и очень, так сказать, приносящая прибыль. Геометрический минимализм. Да, то, что сейчас ценится везде. Да. Михаил, а вот вы не раз сказали, что ваш магазин, к сожалению, пока что закрылся. Я надеюсь, что пока что. Потому что настанут светлые времена и откроетесь вновь. А сейчас у вас же продукция осталась, вы же занимаетесь. Есть ли у вас какая-то онлайн-площадка, где можно заказать, купить? Знаете, вот, значит, онлайн то же самое, что и магазин. Для этого, для успешных продаж нужен непрерывный поток. Мы предпринимали неоднократно попытки сделать онлайн-магазин, у нас был сайт свой. Мы сделали, оплатили интернет-магазин, активно его пытались развивать. За полгода существования нашего магазина покупок было 0. Никто не заинтересовался, никто не купил. А в каких годах это было? Это было где-то 2008-2010. Интернет нормально не было. У нас но я просто хочу развить эту тему. Сейчас появились социальные сети, мы там сделали, скажем, страничку в Фейсбуке «Интересные подарки», сделали в Инстаграме страничку, но это не как слезы. Это слезы. На самом деле мы не рассчитываем на это. И самое главное, честно говоря, нам не очень интересно этим заниматься. Как реализовывать тогда все это? Пока никак. Мы взяли паузу. Эта пауза не может привести к тому, что полностью умрет этот? Может. Это печально. Конечно. Ну, послушайте, в год ремесленного туризма умрет ремесло, да? Сейчас умирают миллионы людей, уж я не говорю про бизнес. Конечно, это печально, но а что делать? Все пройдет в конце концов. Да, я загрустился. Нет, я на самом деле, я просто к этому философски отношусь. Конечно, хотелось бы снова, заново открыть. У нас даже есть идеи, как это все немножко по-другому сделать, как оформить магазин, как обставить его, как выложить продукцию и так далее. Конечно, это все есть. Но пока это просто мечты, и мы просто взяли паузу, ничего не продаем, ничего. Так сказать, занимаемся исключительно творческими какими-то проектами. Да, это даже не проекты, а просто творческой какой-то работой, обдумыванием, какие-то эскизы делаем, какие-то обдумываем новые мысли. Вот поскольку у нас это семейное предприятие, мы с супругой, и, собственно, чисто формально одна является владелицей магазина, я являюсь, как это модно сказать, креативным директором. Вот. Пока я говорю, мы все поставили на паузу. Мы не занимаемся никаким бизнесом сейчас. А вообще есть у нас на рынке такие онлайн-магазины сувенирно-таджикские? Да, есть. Есть вот отличный магазин, он специализированный, это магазин мыла. Махмуд его зовут. Отличный магазин, и он очень здорово делает все. Если доставка не в стране? Вот это я не знаю, но каким-то образом он доставляет. То есть он может и за рубеж? Да. А у вас тоже такая возможность есть, если у вас, например, закажут энное количество экосумок? Да, есть.
И без MOQ, даже одно отправите. Да, если человек согласится заплатить в 3 раза больше за доставку, чем стоит сама сумка, то без проблем. Но я хочу сказать, что сейчас мы не занимаемся бизнесом. То есть мы сейчас не продаем, по большому счету, нашу продукцию. Мы поставили на паузу. Соответственно, наверняка и все тогда сейчас. Большинство, да. Большинство людей именно так и делают. А те люди, которые занимались сувенирным предпринимательством как бизнесом, которые завозили огромное количество сувениров из Узбекистана. У нас, кстати, большинство сувениров узбекские, вы знаете. Да, я заметил. Вот. Они завозили сюда просто очень большими партиями, им деваться просто некуда, и они продолжают это так или иначе продавать. Вот. Но я говорю, что они влачат жалкое существование. Ну, кстати, это тоже интересный вопрос. У нас столько ремесленников своих, но когда ты заходишь в эти магазины, мне профессионально взглядом видно, что это сделано в Узбекистане. Да. Это узбекская техника, узбекские мотивы, полностью все узбекское, но продается как таджикское. Да. То есть, где все наши ремесленники? Очень часто к нам особенно заходили иностранные туристы, они говорили, нам нужно только сделанное здесь, в Таджикистане, нам узбекское не нужно. То есть они проехали, видимо, Узбекистан, там закупились какими-то сувенирами, какими-то вещами, и поэтому им было интересно именно это. Может быть, поэтому наш магазин был такой популярный и востребованный, потому что практически все сделано здесь. Но у вас на конвейер не было поставлено, как в Узбекистане? Нет, какой конвейер? Да это все ручками. Вот, я про это и говорю. А такой вопрос. Современные технологии как сейчас помогают? Вот, ладно, мы разобрались с интернетом, да? Мы поняли то, что нужно серфить, нужно смотреть референции, чтобы понимать, что нужно человеку. А такие вещи, как Photoshop, 3D-принтер. Да, у нас были детишки, мы, кстати, разговаривали с ними на эту тему. Мы с ними поспорили по поводу художников. Да. Потому что художники зачастую напрочь говорят, нам технологии не нужны, это все от лукавого, это все страшное, не нужно, ты должен рисовать руками. Да. Я говорю, нет. Мы сошлись на мнение, что технологии помогают художнику рисовать быстрее, делать заказов в 2 раза больше. То же самое 3D-принтер, сделать статуэтку кого-либо. Да. Медведя легендарного со стариком. Да. Почему нет? Я больше соглашусь, наверное, с традиционными художниками. Серьезно? Да. Потому что что касается, я не знаю, я про других не скажу, но мне, например, приятно взять вещь, которая сделана своими руками, а не напечатана на 3D-принтере. Она меня больше цепляет, она меня больше интересует и приносит больше удовольствия такого вот, так сказать, тактильного и я наслаждаюсь, когда я смотрю именно на изделия ручного труда. Мы используем лазерную резку и современную печать, это и сублимационная печать, и шелкография, и термотрансфер. Все это мы используем. Скажем, вот эти сумочки. Шелкуха. Нет, это не шелкуха, это сублимация. Сублимация? Да. Сублимационным принтером, потом под прессом, потом все сшивается и так далее. Вот. Так что мы используем это все. Скажем, вот это вот тоже памятская тюбетечка, вот этот широс, тоже сублимация. То есть, в принципе, мы используем. Потом вот эти вот костеры. Лазерная резка. Да, лазерная резка. Потом всякие, называется, книжные закладки. Все это мы режем. Но мы тоже мы же делаем сами дизайн, мы сами что-то там придумываем, как это все сделать. Поэтому они, конечно, нам помогают, но они нам не делают. Это как просто для разнообразия ассортимента. На самом деле они нам не делают погоду в продажах, не делали, вернее. А основное все равно у нас покупали ручные изделия, то, что сделано руками. Так что я больше соглашусь, наверное, с художниками, чем с вами. Но продавать же проще, если ты покажешь на примере интерьера, как бы выглядело твое изделие. Вот я вам скажу, у ремесленников был такой девиз.
вернее так, вот у предпринимателей, у бизнесменов такой девиз: превыше всего прибыль. То есть они существуют для того, чтобы получать прибыль. У ремесленников был другой: превыше всего прибыль, но честь превыше всего. Понимаете? То есть мешает сохранить честь. Как это связано? Если ты бизнесмен, ты уйдешь в совершенно другую отрасль. Ты будешь торговать бензином, мукой, маслом и так далее. Ты не будешь заниматься ремесленничеством. Ремесленничество не принесет деньги, на которые можно жить, покупать машины, дома и так далее, и так далее. Ремесленничество – это не про бизнес. Я не согласен. Ваше право. Мне кажется, то, что если бы бизнес был в ремесленничестве, он был бы... это свойство, ремесло было бы намного шире, больше бы людей про него знало. Если бы бизнес подразумевает себе маркетинг, продажи, создание истории, мерчендайзинг, красивое место, сайт, все хорошо, медиа, это же все позволяет выжить ремесленничеству. Если он будет сидеть у себя в закутке и что-то делать со словами «я не бизнесмен, мне честь дороже». Огромное количество ремесленников так и делают. И куда? Да, они влачат жалкое существование тоже, так же, как и сейчас продавцы их изделий. Сейчас вопрос стоит не в том, что честь, не честь бизнесмен. Сейчас вопрос стоит в том, что вообще выживет ли национальный колорит, национальные вот эти ремесла вообще в современном мире. И сейчас без бизнеса, без вливания, да, где-то нужно поступиться своими принципами, да? Послушайте, вот, например, вы, не вы, а ваша супруга, она придет на рынок, и там будут ювелирные украшения, сделанные собственными руками. Скажем, вот здесь у нас есть отличные мастера, это Дильмурод Шарипов, Хумайро. Они делают все руками, и будет отлитые или отштампованные ювелирные изделия китайские. Что она выберет? Наверняка она выберет ручной труд. Если мы о ней говорим, то да, мы берем всегда ручной труд, так же, как мы поддерживаем, стараемся, да. Нам нравится, например, продукция Нафисы Имрамовой. Да, то есть мы стараемся поддерживать. Но почему нравится, например, продукция Нафиса? Грубо говоря, моя супруга не оденет чапан, не пойдет в него в городе. Но она оденет толстовку. Да, понятно. То есть вещи, которые нужны. Тоже у той же Нафисы Имрановой есть джинсовые куртки, расписанные вручную. Круто. Правильно? Это же не вставили в принтер и напечатали эту картинку, а это расписали руками. Это делает этой куртке изюминку, это делает этой куртке уникальность, которая... Чтобы ее можно было продать. Да, наверное, да. Но это же вручную сделано. Это же не поставлено на поток. Согласен. Если бы она хотела продать побольше, она наверняка бы отдала, может быть, на сторону или сама бы там приобрела этот принтер и постаралась сделать как можно больше этих курток и продать не по $100, а по $50. Спрос рождает предложение. Посмотрим дальше, что будет. Я говорю, вот сейчас просто вопрос в том, что бизнес должен вливаться в ремесла, в культуру. Не знаю. Пусть не маленький, уверен. пусть орнамент будет на всеобщих тарелках, пусть будет, не знаю, хохлома, пусть делают прям, да, клюкву делают, как говорится. Но современным бытовым вещам, чтобы это в глазах у людей оставалось. Нельзя замыкать себе. Если тебе дали талант, нужно его развивать. Если тебе Бог даровал талант, и нужно делиться с людьми. Какой бы то ни был талант, а иначе ты не делаешь то, для чего ты предназначен. Вы знаете, вы так назидательно очень говорите. Я почему так говорю? Потому что это моя боль тоже. Я художник, да, то есть мне обидно, то, что все вот это закрывается внутри, они сидят там и кафнят сами над собой, сами себя жалеют. Если у вас есть возможность, может быть, вы им поможете. Я только за, я всегда стараюсь. Хоть как-то, хоть кому-то, хоть чем-то. Другой пример, вот последний приведу. Есть дома моды Versace, Dior. У них есть коллекционные платья, которые на показе мод. И есть повседневные вещи, которые продаются. Отсюда берется элемент, вставляется сюда и продается массово. Я вас прекрасно понимаю. Я как это сейчас модно сказать, я просто выразил свое мнение. Спасибо большое, Михаил. Еще финальный вопрос, Михаил. Вы уже высказались, но все-таки ремесла
и открытие сувенирных магазинов, подарочных магазинов, это пан или пропал? Нужно смотреть в каждой конкретной ситуации. Сейчас это пропал. Абсолютно. Да. 2 года назад это был пан. Через 2 года, если все не сдохнем, это будет пан. Ну, получается, исходя из ваших слов, то неплохой пан, что вы можете 2 года потерпеть и не работать в общем. Да. Спасибо большое, Михаил. Друзья, это был подкаст «Три медведя». Тема «Пан или пропал». Подписывайтесь на нас, слушайте нас, обращайтесь к Михаилу на его страничку в Фейсбуке. И замечательные вещи можете купить, приобрести, либо подарить кому-то. Пока.